Әбетте сабадан әбетте әркез ашқа ішлеріне, ашқа оқушыларына, ашқа тәсілеріне. Ве әбетте мен әр вақыт düşünedim. Nasıldır şekilde hocalar sabahlarını başlarlar. Sanki dersin hocalar uyanıp birden defterlerini alıp birden onları teşkirler ve her vakit benim defterlerini teşkirgende onlar da uyanmagan alda bana ekmek koya ediler. Evet de. Onun için yok ben alacı edim. 7. sınıfga kadar. Neyse, bugün bizim işte stüdyamızın misafiri pek meraklı bir adam. O işte balalarının edeplenmesinin uğraşa. O işte kendi sahasında pek akıllı, pek mütehassıs bir hocadır ve ummen alganda o meraklı bir şahıstır. Kendiniz tanış olayıq. Demek bugün bizim stüdyamızda. Demek bugün stüdyamızda istidatlı balalar için Kırım Gimnaziya internatının hocası Osman Aşık. Selam aleyküm. Sabahınız hayırlı olsun. Sağ olun, Sağ siz geldik. olun, Hoş Bey. geldiniz stüdyamıza. Как вы, Осман Бey? Все хорошо, все отлично, настроение хорошее, утро бодрое, позитивное. Вот. Начинается утро, конечно же, с зарядки, с чашечку кофе. Вот. Дальнейшая подготовка к работе. Набираемся энергии, сила. Вот. И идем в добрый путь в гимназию-интернат для одаренных детей, для того, чтобы поделиться теми знаниями, которые есть у нас. Машалла, а вы тоже живете недалеко от Танкового, насколько я понимаю? В Танковом, в самом. В самом Танковом. Это замечательно, там очень красивая природа. Конечно. Я думаю, что утро в Бахчисарае начинается так, как не начинается ни одно утро. Крым начинается с Бельбекской долины. Да, вот красиво сказано, да. красиво. Замечательно. Осман Бей, вы учитель истории. Вы любите свою работу? Я ее обожаю, можно сказать. Обожаю свою работу. Дело в том, что история — это вообще учитель, это не просто профессия, это призвание. Почетное звание. Это предназначение. Это миссия, которая способствует национальному достоянию, росту государства. Правильно сказал Сухомлинский о том, что я отдаю сердце детям. И каждый день мы отдаем свое сердце детям. Мы актеры. У нас каждый день новый сценарий. Просто все забывают, что существуют актеры Голливуда, российского кино и так далее, но забыли о нас. У нас каждый день новый сценарий, мы каждый день должны играть какую-то роль новую. Чем-то заинтересовывать учителя. Конечно же. У нас свои задачи, свои цели на каждый урок. И сегодня у меня еще предстоит работа и с новой темой, с новыми идеями. Вот так каждый день. Потому что ученики — это, наверное, самые требовательные зрители и самые требовательные критики. И ученики растут, и мы в том числе тоже вместе с ними растем, повышаем свой потенциал, прогрессируем на благо нашего и города, и Крыма, и, конечно же, страны. Да, Осман Бей, вот вы представитель нового поколения учителей, можно смело об этом заявить. У нас был учитель, мы всегда не понимали его методику преподавания. У него была одна такая толстая 96-листовая тетрадь. На протяжении 10 лет он ею пользовался постоянно при каждом уроке. Мы не понимали, насколько это важно для учителя. Но сейчас, уже пройдя вот это все, даже понимая, что учитель до такой степени это ответственно, я просто-напросто понимаю, что у каждого учителя должен быть определенный свой багаж, основа знаний, основываясь на котором он может что-то новое всегда делать. Расскажите, пожалуйста, в работе с детьми какие методы педагогики вы стараетесь использовать? Дело в том, что учитель должен проводить, вообще студент должен провести свою реформу. Вот реформа в экономике, реформа в политике. Также учитель должен провести свою реформу. Реформа — это, конечно же, обогащение знаний. Прежде чем прийти на урок, каждый вечер мы составляем план. Есть федеральный образовательный стандарт Российской Федерации. И гимназия-интернат для одаренных детей сегодня мы не отстаем и ничуть не хуже по сравнению с нашими коллегами из других федеральных регионов. Методика разная бывает. Конечно же, это индивидуальный подход. Каждый ребенок, он талантлив. И мы даем шанс ему раскрыться. То ли это в истории, математике, физике, химии. Английский язык. У нас в лицее углубленно изучают английский язык, крымско-татарский. Вот, представители всех народностей изучают, в том числе крымско-татарский язык. 3 государственных языка у нас действуют в равных условиях. Мы развиваемся, мы работаем. Вот, во время преподавания, получается, мы используем групповые методы работы, индивидуальные в том числе, парные. Методика, она бывает разная. Урок исследования, урок практикум.
вот, игровые, ролевые игры. Все это способствует консолидации и сплочению самого Объединению коллектива, коллектива. конечно же, и, конечно же, общий язык между учителем и учениками. Учитель иногда должен подыгрывать, играть, смеяться, где-то, может быть, пританцовывать. Где-то Тем быть более, строже, да. Тем более 6 класс. А иногда, конечно же, строгость, требовательность. Вот. Ну и объективность, результативность от нас требует и начальство. И мы сегодня пытаемся добиться прогресса, который нам поставил Миша Петрович, войти в 500 лучших школ Российской Федерации. И мы должны эту Цель у вас планку такая хорошая. добить. Мы идем к этому. Конечно, задача непростая, она сложная, но с нашим любимым коллективом и с нашим любимым директором мы, я надеюсь, добьемся этого Обязательно. успеха. Мы даже не сомневаемся. Очень, очень вдохновленно. Вы так Усманбей, вот скажите, вы молодой специалист, и почему-то вот сейчас среди нашей молодежи они заканчивают университеты и считается, что работа учителя это не престижно. Почему так? С какими проблемами, возможно, сталкивается молодой специалист, придя в школу? Дело в том, что сегодня 21 век, век постмодернизма, и образование требует тщательной подготовки. К большому сожалению, высшее учебное заведение сегодня не выполняет те функции, которые были возложены на них. Нет той программы, того механизма, который будет стимулировать студентов к работе в общеобразовательных школах. Сегодня существуют, конечно же, проблемы в плане того, что маленькая зарплата, это не престижно, нет карьерного роста. Это да, но в первую очередь это, конечно же, подготовка. Какие преподаватели лично меня готовили, преподаватели, ведущие в Украине, вот, которые дали фундаментальные те знания, которые я сейчас показываю на практике. Вот, я не боюсь, вот, не нужно бояться. А зарплата, конечно же, сразу не будет. Никакой там высокой зарплаты, это будет все со временем, со стажем. Это любовь, любовь к детям. И университеты должны провести реформу образования, как можно больше студентов находились в школе. Это самая главная задача, чтобы они почувствовали, что это Атмосферу, такое. да. Конечно. И пассивная практика, и активная практика, она способствует усовершенствованию самого студента. Это и, конечно же, лагерная практика, и археологическая практика у историков. Это все, конечно же, дает большой стимул к работе. И это желание, хотеть нужно, именно с любовью. Дети, ну, это ангельские такие бабочки, которые особенно вот 6 класс, вот они маленькие, они такие вот пухленькие. вы они не такие видели мой хорошенькие. бывший класс, Да. в котором я учился. У тебя были не бабочки. И мы были должны осы. любить. Вот любовь, они чувствуют эту любовь. И мы тоже чувствуем их любовь. Усманбей, ваш предмет, он на самом деле очень важен именно в школе, потому что, ну, история, в особенности для нас, для крымских татар, это до такой степени важная наука, важная отрасль вообще научной жизни, что всегда в разговоре мы пытаемся основываться на какие-то исторические факты. Что вот это вот, например, грубо говоря, город Харьков, он назван по-крымско-татарски Харкоп, много снега, потому что раньше там была Дешти Кыпчак, большая страна тюрков и так далее и тому подобное. Работая вот именно с детьми, стараетесь ли вы именно заинтересовать их до такой степени, чтобы вот, ребята, это вам и в жизни пригодится? Или просто-напросто вы им внушаете, что, как вы говорите, что это будет престижная работа, что это очень интересно и так далее? Как вот вы к этому относитесь? Дело в том, что первоначально для того, чтобы заинтересовать, конечно же, учитель должен продумать саму методику преподавания. Не просто выучить материал и рассказать мне, а чтобы у них осталось в памяти. Я не говорю о каких-то глубоких там дат. Мы все понимаем, что историю всю знать невозможно. Просто наш головной мозг не рассчитан на такой объем хронологических дат, последовательности исторических событий, исторических процессов, глобальных политических преобразований. Ученик
Ну, каждый по-разному относится. У кого-то естественные науки более развиты, у кого-то гуманитарные. Конечно же, учителя стараются иногда в большей степени уделять индивидуально. Мы собираемся, вот те, кто увлекается историей. Сейчас у нас идет фундаментальная подготовка к ЕГЭ. И историки собираются, и мы работаем, мы решаем задачи, пишем сочинения и по обществознанию, и по истории. Это сложный предмет. И в Российской Федерации он еще не включен в перечень главных предметов по сдаче ЕГЭ, потому что невозможно. Сегодня многие школьники не готовы к сдаче этого предмета. Если математику готовы, русский язык и литература, там, биология, химия, то с историей немножко сложнее. Многие не выбирают, почему не хватает той базы, знания. И мы сегодня в лицее гимназии интернат для одаренных детей пытаемся подойти и взять другой подход к обучению к истории. Совсем другой подход, с новыми реалиями, сложными, конечно же, историческими переменами. Мы в 21 веке, это уже не 20 век. И во время урока я всегда акцентирую внимание на то, чтобы дети понимали, какие ошибки допустили наши предки, чтобы мы не допустили их в будущем. Народ, который забыл свою историю, он обречен на несуществование, на гибель. Да? И такую же фразу говорил великий наш просветитель Исмаил Гаспринский о том и подтверждал в своей газете «Тарджиман». Вот. И знание истории – это богатство любого народа. Османбей, можно? Позволите перебью? Нет. А я У тебя меня есть перебью. специально приготовленный вопрос. Османбей, скажите, пожалуйста, вот что касается молодых специалистов, мы знаем, что в скором времени планируется какой-то круглый стол, какое-то мероприятие, которое объединит вот их, даст им какую-то основу. Расскажите, пожалуйста, нам и телезрителям. Абсолютно верно. Дело в том, что мне посчастливилось даже пообщаться с начальником отдела кадров по Республике Крым, с Татьяной Геннадьевной Черненко. Разговор был конструктивным, острые вопросы обсуждались, и я многое узнал, и она тоже услышала мнение молодого специалиста. И я увидел, что государство, в том числе и Министерство образования, не в стороне от этого вопроса. Они решают вопросы. Сегодня существует такая проблема, что учителя не во внимании. Нет льготной ипотеки, нет социальной защиты. Любой учитель, который вышел на пенсию, он не чувствует себя элитным, он не чувствует себя вот таким вот важным. Интеллигенция. Да, это большая проблема. Каждый учитель, который вышел на пенсию, он должен бесплатно, например, получать газету, да, отдых, получается, в санаториях, высокую пенсию. Но учителя, которые работают в школах, конечно же, высокую заработную плату. Почему? Потому что работать учителем – это очень сложная работа. И умственный труд в какой-то степени, он тяжелее, чем физический труд. Особенно вот именно труд учителя, потому что это не просто умственный труд, это еще и нервы, это нервы. переживания, Тетрадки это с огромная топками. ответственность. Да. Иногда не получается, конечно, всегда быть на позитиве, с хорошим настроением, но мы пытаемся сформировать наших детей другого мировоззрения, других людей, и у нас это получается. Мы видим, наши дети совсем другого типа. Это другой формат, другая модель человека. Интересно. Османбей, насколько я понимаю, вы являетесь патриотом своего народа, нашего крымско-татарского народа. Вот вы цитировали Гаспринскую, меня это не может не радовать. Скажите, пожалуйста, вы, я так понимаю, замечательно знакомы с историей нашего вот именно народа. Вот ханского периода, потом до депортационного периода Исмаила Гаспринского, именно расцвета интеллигенции и так далее. Давайте заключим с вами договор. Ровно через полгода вы придете к нам вновь в гости, но на этот раз будете говорить с нами на крымско-татарском языке. Поскольку вы учитель истории, и если такие, и обязательно учителя истории должны
преподавать именно крымско-татарскую историю на родном языке. Это будет правильно, логически, согласитесь? Согласен, но это будет, конечно, очень тяжело. Я как бы стараюсь уже изучать свой родной язык. Так получилось с переездом из Самарканда. Вот 6 лет обучения в Ялте. Все это очень сильно негативно сыграло на мою жизнь. Вот, в плане того, что языковая сущность немножко потеряна. И я не обещаю, что это будет через полгода, потому что это срок достаточно маленький, но я вот работаю над этим. И я обещаю, может быть, не через полгода, но через несколько лет я Мы вас в любом обязательно случае ждем. приду и на крымско-татарском языке я скажу. И возвращаясь к вашему вопросу насчет форума, я забыл. Дело в том, что будет в мае форум молодых специалистов, всероссийский форум, и там будут на повестке дня вопросы, касаемых нас всех, в том числе молодых. А зачем мы нужны? Зачем мы вообще существуем? Что мы хотим? Вот, у нас есть потенциал, у нас есть багаж, мы готовы его дать, но иногда бывает такое, что государство немножко отстает от нас. Мы вперед ушли немножко специалистов. Вот. Нам не серьезное хватает заявление. материально-технической базы, чтобы нам показать, да, вот детям всю полноту того, чего мы можем. Но я думаю, на этом форуме с представителями Министерства образования, с общественностью мы придем к выводу, к консенсусу. И, думаю, государство пойдет к нам навстречу. Все будет хорошо. Кысмет olsa. Кысмет olsa. Осман Бей, знаете вы нашу традицию, вы нас смотрите. Вот что вы хотели бы пожелать нашим телезрителям? Дорогие телезрители, уважаемые крымчане, мы, конечно, живем в непростое время, живем в прекрасном Крыму, в Российской Федерации. И, конечно же, хочется пожелать нам терпения и мира. Почему? Потому что Крым всегда требовал межкультурного взаимодействия, межнационального диалога, межрелигиозного созидания. Крымское ханство, как с мусульманской традицией, конечно, Феодора, как православие, Генуэзская крепость, как католическая церковь. Все это способствовало тогда единению. И мы сегодня не должны упустить тот шанс, который давал нам Всевышний, чтобы мы жили на этой благодатной земле мирно, в согласии. Я призываю всех любить, уважать. Да хранит нас всех Всевышний, нас. Ну вот, дай Бог, чтобы Крым процветал, и вся Россия. Всех самых. Чох сау, Чох сау, Осман Бей. Осман Бей. Я вот на самом деле вот мне просто прям захотелось сесть, законспектировать по привычке. Очень красиво говорите. Чох сау за то, что вы сегодня пришли, за то, что сегодня выделили время нам. Я уверен, что сегодня нас смотрели ваши друзья, ваши студенты. И весь Крым посмотрел и знал, Приходите какие еще в же, гости, обязательно. какие же замечательные, конечно, какие же замечательные вот преподаватели в Крымской гимназии-интернате. Вот там. Evet. Замечательно. Демек, сайгыл телесережлер, бүгін біздің мұсафірлігімізде Осман Бей Ашиков болынған еді. О истидатлы балалар үшін Қырым гимназия-интернатының ожасы. Біз эфирімізді девам етеміз. Вақытымыз аз қалды. Да, көстерілежек пек çok meraklı şeyler çok. Onun için келіңіз вақытымызды созмайып, аман сізге нәбеттеки біздің проектіміздің тақдим етейік. О истидат ақында, бұл левха истидат ақында, шыны сіздер үшін Анифе Курош яшер жақында левха олacak. Buyurunuz.